Тело 51-летнего гражданина Таджикистана Хасана Юсуфова, казненного китайскими властями по обвинению в незаконной контрабанде наркотиков, доставили в Душанбе. Юсуфов был задержан правоохранительными структурами Китая около 5 лет назад в Урумчи, где работал поваром. Также занимался частным предпринимательством, торговлей одеждой. По словам родственников, китайская сторона заявила, что наркотики, количество которых не уточняется, были найдены в одной из сумок с одеждой. Однако близкие Хасана Юсуфова в его виновность не верят. Они говорят, что он слишком любил свою семью, чтобы так рисковать. Люди туда поехали по своей нужде, что им нужно кормить семью, детей, родителей старых содержать. Вот сейчас у него жена, которая на его иждивении была, дети, внуки. Неизвестно сейчас, как они дальше проживут. В аэропорт встречать тело Хасана Юсуфова приехали около десятка родственников. За 5 лет никто из близких его так и не смог увидеть. Дело в том, что сначала 51-летнего таджикистанца считали пропавшим без вести. Об аресте сообщили не китайские власти, а посторонние люди. Только через 2 года после задержания, говорит Усман Шадыев, двоюродный брат казненного. В свиданиях им было также отказано. Приглашение проститься перед казнью прибыло на имя брата 51-летнего таджикистанца, но он не успел вылететь в Китай. За 3 дня до казни сообщает родственникам, что уже его должны казнить 28 числа, и кто-нибудь из родственников может прийти за пару дней до этого, может прийти и попрощаться. Ну, в связи с тем, как сроки были короткие, там за 3 дня буквально, 1 рейс был, и то в тот день нелетная погода была, и все, и никто не смог поехать. Родственники просили власти страны оказать влияние на китайскую сторону, чтобы смягчить наказание или выдать Юсуфова Таджикистану для отбывания заключения на родине. Однако, несмотря на ратифицированное соглашение об обмене осужденными, подписанное в 2014 году, приговор был приведен в исполнение. По последним данным, в тюрьмах Китая находятся 16 граждан Таджикистана. 3 из них, 2 женщины и мужчина, приговорены к смертной казни по обвинению в незаконном обороте наркотиков. И 5 человек отбывают пожизненное заключение.